Кто за то, чтобы открыть пятую внеочередную конференцию Ингушского регионального отделения ДСА в России? Прошу проголосовать. Кто за? Против? Единогласно. Принимается. Именно так, путем голосования, и прошла сегодняшняя конференция оборонного общества Ингушетии. 18 из 19 приглашенных делегатов предстояло назначить нового руководителя регионального отделения ДСА в России. Ранее глава Ингушетии предложил на эту должность кандидатуру Курейши Зурабова, который уже возглавлял добровольное общество и хорошо знаком с концепцией этой работы. Участники конференции единогласно одобрили его назначение на эту должность. Курейш Зурабов в представлении не нуждается. Еще в далеком 1993 году он стоял у истоков создания и становления ингушского ДСА. До 2017 года он бессменно руководил этой организацией и теперь вновь взял бразды правления в свои руки. Вы мне сейчас доверили эту организацию Ингушское региональное отделение ДСА в России. Я думаю, что мы вместе, коллектив Ингушское региональное отделение, должны сплотиться и работать, и готовить наших курсантов в первую очередь, и второй ход расчетной подготовки. ДСАФ – это прочное связующее звено между армией и обществом, отмечает военный комиссар Ингушетии Тимур Мистоев. Целевая подготовка молодых людей по военно-учетным специальностям и реализация проекта по выполнению курса молодого бойца позволяет осуществить желание наших ребят служить в элитных войсках российской армии. Что мы не говорим, это наши ребята, которые там себя должны показать не только вождением, но и выполнением тех или иных задач, которые перед ними стоят, перед командованием Министерства обороны. И эту работу я видел, как проводили преподаватели. Причем Бартохов, потому что мы делаем с вами действительно одно дело. Мы с вами поставляем достойных ребят, которые там будут служить. Наш авторитет республики будут поднимать. В завершении конференции делегаты оборонного общества, а также приглашенные гости поздравили нового руководителя с его назначением и пожелали ему дальнейших успехов на такой важной и ответственной работе. По словам Курейши Зурабова, очень важно, чтобы молодежь имела реальную возможность получить хорошую техническую профессию. Для этого в ингушском ДСАФ созданы все условия. Учим материальную базу, компьютеры, мультимедийный комплекс, хамли, метеорология, даже южные и северокавказские республики, учим материальную базу. Создать теологию, что все масса чаквянова, хажава, царь, мечтат, веер мой теология. На сегодняшний день оборонная организация готовит водителей всех категорий, куда также входит управление транспортными средствами, оборудованными звуковыми и световыми сигналами, перевозчиков опасных грузов. В ближайшие планы регионального отделения ДСА входит получение дополнительной техники в рамках подготовки кадров для Министерства обороны и народного хозяйства. К примеру, для всех автошкол республики в этом году поэтапно будут закуплены новые легковые автомобили, на каждую по одной единице техники. Для ДСАФ также собираются открыть дополнительные обучающие классы и подготовить площадки для лабораторно-практических занятий. Курсанты автошкол периодически участвуют в военно-патриотических мероприятиях, благодаря которым удается поддержать высокий уровень морально-психологического состояния призывников. И в большинстве случаев, окончив учебу в автошколе, курсанты активно пополняют ряды юнармейцев. ДСАФ и юнармия – это как бы одно целое. В основном в других регионах даже и курируют юнармию именно ДСАФ. Я желаю Курейшу Яхьевичу дальнейших плодотворных деяний, работы на благо нашей республики и именно чтобы у нас по патриотическому воспитанию совместно мы все работали для нашей молодежи. Уникальная общественно-государственная оборонная организация с более чем 90-летней историей давно доказала свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании защитников Родины. Михаил Тангиев, Ислам Арапиев, Новости 24.